Ассаламу алейкум, в эфире программа «Актуальное интервью». С вами Хамзат Хациев. Сегодня мы говорим про культуру. И у нас в гостях куратор Пушкинской карты от Министерства Чеченской Республики Аминат Мустаева. Аминат Маршеву. Все задаются вопросом, что такое Пушкинская карта. Если честно, я вот недавно, кстати, проходил по Путина и увидел вот эту вывеску «Пушкинская карта». Мне почему-то показалось, что это какая-то кредитная карта, Почта Банк. Хотя об этом нельзя говорить, да, на нашем канале. Но и все-таки, что такое Пушкинская карта и из чего она состоит? С 1 сентября 2021 года в России стартовала масштабная культурная программа «Пушкинская карта» по инициативе главы государства Владимира Путина. Об этом он еще объявил в ходе прямой линии в июне этого же года. Пушкинская карта направлена на приобщение молодых людей к культурным мероприятиям. И цель, получается, приобщить наше молодежное общество к культурным мероприятиям. И как это вообще работает? Да. Да? Да. У нас уже по Пушкинской карте работают 73 учреждения культуры. На этом мы не собираемся останавливаться. У нас в республике еще 4 кинотеатра работают в рамках программы «Пушкинская карта». То есть можно кино купить билет по Пушкинской карте. Номинал карты составляет 5000 рублей, из них 2000 можно потратить на кино только российского производства, созданные фильмы при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Фонда кино. А как можно вообще ее получить, как ее оформить? Подать заявку очень просто. Через мобильное приложение госуслуги «Культура» можно получить виртуальную карту, а также в любом отделении Почта Банка можно получить пластиковую карту с уникальным дизайном. Вы сказали, что по Пушкинской карте можно сходить и в кино, и в театр. И абсолютно на все программы можно? На все культурные мероприятия. Все, например, учреждения, участвующие в рамках программы «Пушкинская карта», отправляют мероприятия на модерацию на портал «Про-культура». Это бесплатный цифровой портал Министерства культуры РФ. То есть они отбирают мероприятия, подходит ли по Пушкинской карте или нет. То есть на отечественное кино сходишь, на зарубежное нет? Да. Окей, хорошо, понятно. А сколько вообще выпущено этих карт в России? Вообще по России выпущено всего 8 миллионов карт. Кстати, 8-миллионником оказался житель нашей республики. Бонус получил какой-нибудь? Нет, но бонус вот наличие вот этой Пушкинской карты. Да. По Чеченской республике выпущено 100 250 карт на сегодняшний день. 100 тысяч. 100 250 карт имеют наши молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет включительно. Я так понимаю, что большая часть из этих карт уже разошлись, нет? Нет пока, потому что в этом году только, можно сказать, 2,5 месяца мы работаем. Ну, где-то 70% осталось неиспользованных еще, но до конца года эти карты будут использованы. Я так понимаю, что они вот являются носителями средств, верно, денег? Да, А снимать можно с них что-то? Это был, наверное, самым частым задаваемым вопросом. Да, с момента внедрения программы, можно сказать, в основном все спрашивали, а можно снимать? Нет, категорически нет. Нельзя не потратить там на что-то, купить, например, что-то в магазине, или же снять, обналичить нельзя, а можно потратить только на приобретение билетов. На приобретение билетов, культурные на мероприятия, да. Отлично. А где вообще есть, где взглянуть на афишу мероприятия? Есть, конечно. Афиша можно на предстоящее событие посмотреть в приложении, в мобильном приложении госуслуги «Культура», на официальных сайтах учреждений культуры, опять же, на портале «Про-культура», поскольку карта действует по всей территории России, и на портале «Про-культура» размещаются все афиши культурных мероприятий. Переходишь, смотришь афишу, выбираешь,
мероприятия. И даже если в другом регионе, в принципе, можно купить билет и поехать посмотреть культурное мероприятие. Вы являетесь куратором данной карты в нашей республике. Вообще, как на нее реагируют дети, школьники, там, студенты? Есть какая-то статистика? Поначалу, конечно, не понимали, что такое Пушкинская карта, хотя мы проводили презентации в образовательных учреждениях. Первую презентацию мы провели в рамках программы «Пушкинская карта» для родительского комитета Чеченской Республики. Да, у нас есть ассоциация родительского комитета, вот, чтобы родители понимали, что такое Пушкинская карта, а потом уже разъезжали по образовательным учреждениям и проводили презентации, что такое Пушкинская карта, рассказывали о цели проекта, как оформить Пушкинскую карту. В принципе, все были довольны, рады, и даже были моменты, где уже на местах сразу они начинали оформлять Пушкинскую карту. То есть за нее платить школьнику не надо, верно? Не надо. То есть он получает возможность бесплатно ходить в театр, в кино на определенное количество раз. Да. Вообще у нас в Чеченской Республике культурная жизнь очень насыщена. Благодаря министру культуры Чеченской Республики Айшат Рамзановне с первого дня внедрения проекта у нас успешно реализовываются культурные мероприятия именно в рамках проекта. Надеюсь, мы не остановимся на достигнутом. Да, Амин, я хочу вам пожелать успехов, удачи в вашей деятельности. И за то, что пришли в нашу студию и уделили нам внимание, рассказали нам, что же все-таки такое Пушкинская карта. Это была программа «Актуальное интервью». С вами был Хамзат Хациев. На сегодня в гостях была Аминат Мустаева, куратор Пушкинской карты от Министерства культуры Чеченской Республики.